Власти США намерены передать Таджикистану часть афганской авиатехники. Будет ли обнулен президентский срок Шавката Мирзиёева? В афганском Бадахшане часть талибов перешла на сторону фронта национального сопротивления. Импорт сырой нефти из России в Китай вырос на 55%. Власти США намерены передать Таджикистану некоторые или все самолеты и вертолеты, на которых афганские военные покинули страну в августе прошлого года после прихода к власти радикального движения «Талибан». Об этом в письменном ответе СМИ заявил командующий Центральным командованием Вооруженных сил США генерал Майкл Эрик Курилла. Ранее руководство «Талибан» неоднократно обращалось к правительствам Таджикистана и Узбекистана с требованием вернуть авиатехнику нынешнему правительству Афганистана. Американский генерал посетил Таджикистан 15-16 июня. Он встретился с президентом республики, министром обороны, начальником Генштаба вооруженных сил, зампредседателя ГКНБ, чтобы обсудить совместные усилия по укреплению безопасности границ, устранению региональных угроз и оказанию поддержки вооруженным силам Таджикистана. Он не провел пресс-конференции для местных журналистов, но ответил на их вопросы письменно. По поводу авиатехники, угнанной на территории Таджикистана в августе прошлого года летчиками афганских правительственных ВВС в ходе наступления радикального движения «Талибан», Курилла заявила, что она не будет передана талибам, которые в настоящее время являются фактической властью на афганской территории. По его словам, власти США работают с правительством Таджикистана над определением наилучшего способа эффективного использования и обслуживания самолетов. Мы надеемся, что сможем передать некоторые или все самолеты правительству Таджикистана. Я сейчас не могу точно сказать, когда именно это произойдет, но мы прилагаем все усилия для решения данного вопроса, отметил Курилла. Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев предложил провести всенародный референдум по внесению изменений в Конституции страны. Я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа. Настоящая народная конституция, заявил президент на встрече с членами Конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в основной закон страны. Мирзиёев заявил, что изменение Конституции страны вызвано нынешним опасным временем и сложной ситуацией, но президент не уточнил, что он имел в виду. Как сообщает пресс-служба президента, Шавкат Мирзияев заявил, что в комиссию по внесению изменений в Конституцию поступило 48 492 предложения от узбекистанцев. Нынешнее опасное время и сложная ситуация вокруг нас требуют более ответственного подхода к судьбе нашей Родины и принятия неотложных стратегических решений, сказал он. В ходе встречи Шавкат Мирзияев также сообщил, что в ходе обсуждения поправок к Конституции некоторые граждане предлагают восстановить смертную казнь и вновь ввести ее в уголовное законодательство. Комментируя подобные предложения, Мирзияев сказал, что он против восстановления смертной казни и предложил внести в Конституцию еще одну важную норму о том, что смертная казнь в Узбекистане запрещена. Шавкат Мирзияев не стал комментировать обсуждения в соцсетях и в международных СМИ того, что его предыдущий президентский срок обнулится после внесения поправок в Конституцию, и они позволят ему баллотироваться на третий срок. Ранее первый заместитель председателя Сената Улей Маджлиса Садык Сафаев заявил журналистам, что внесение изменений в Конституцию республику позволит Мирзияеву вновь участвовать в выборах главы государства. Полевой командир Кари Ваккас, командующий подразделением радикального движения «Талибан» в северной афганской провинции Бадахшан, вместе со своими боевиками перешли на сторону фронта национального сопротивления. Об этом сообщает новостное агентство Айман Ньюс. Как уточняется, за 2 дня перешедшие на сторону ФНС талибы захватили кишлаки Хамбак, Кури и Котубалу в уезде Тагаб. В отрядах, подчиняющихся Ваккасу, насчитывается до 300 человек. Указывается, что боевики Талибана, отправленные в Тагаб для разгрома мятежных отрядов, вынуждены были отступить. Ваккас – это не первый полевой командир Талибана, который выступил против радикального движения.
Импорт сырой нефти из России в Китай вырос на 55% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордных значений в мае. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. В мае этого года общий объем импорта нефти из России в Китай составил почти 8,42 миллиона тонн, что эквивалентно примерно 1,98 миллионов баррелей в сутки. Это на 25% больше, чем в апреле текущего года. Россия заняла первое место среди стран-экспортеров нефти в Китай, сместив на вторую строчку Саудовскую Аравию, лидировавшую по этому показателю предыдущие 1,5 года. Как пишет Reuters, эти данные показывают, что Россия способна найти покупателей, несмотря на западные санкции, хотя ей и пришлось снизить цены. Ранее стало известно, что в конце мая и начале июня Индия тоже резко увеличила закупку в России угля и нефти на фоне решений США и Евросоюза о введении эмбарго на поставки этих видов топлива из России в связи с войной в Украине. Как утверждают эксперты, энергоносители продаются с существенными скидками, которые могут достигать 30%.